Протекающая кровля и устаревшее световое оборудование – Центр творчества. Дворец детства нуждается в срочном ремонте. Здание, в котором располагается дворец, было построено в 1987 году, и с тех пор там ни разу не проводился капитальный ремонт. Как будут решать проблему? Материал Александра Хавренко. В Якутске, наверное, нет человека, который хотя бы раз в жизни не посетил дворец детства. Кто-то занимался в нем сам, у кого-то посещают дети. Одни играли на сцене в КВН, другие ходили на театральные постановки. К сожалению, в последние годы дворцом он остается только по названию. Изношенная кровля, подтеки в концертном зале и оборудование прошлого века. Все это не соответствует гордому званию дворца. У нас реализуется 99 образовательных программ. За год только по муниципальному заданию у нас обучается 9 тысяч детей. А через этот концертный зал у нас проходит за год около 50 тысяч. Тот великолепный зал, которым он был, когда открывался, сейчас уже не соответствует современным требованиям. Очень сильный износ и оборудования. И самое главное, что у нас крыша концертного зала уже дырявая, по сути, что представляет и опасность, и не очень, скажем так, комфортные условия для детей. Здание Дворца детства было построено в 1987 году, и с тех пор в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. В этом году администрация и родители решили взять дело в свои руки и принять участие в программе поддержки местных инициатив. На ремонт крыши и замену светового оборудования Дворцу детства необходимо 4,5 миллиона рублей. Данный проект поддерживаю, поскольку моя дочка посещает Дворец детского творчества, посещает музыкально-хореографический театр. В данном театре «Зазеркалье» дети ставят спектакли новогодние. Для сцены именно, да, очень хотим, чтобы оборудовали сцену, зал, поскольку большая часть времени находится именно на сцене, спектакли проводятся там. Для того, чтобы стать участником программы поддержки местных инициатив, проект должен соответствовать нескольким требованиям. Одно из которых – поддержка и одобрение не менее 200 человек. На собрании, посвященному обсуждению проекта, присутствовало без малого 300 человек. И каждый из них надеется, что проект получит одобрение, и Дворец детства в скором времени засияет, как и полагается настоящему дворцу. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск.